ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухте прошел второй день республиканских соревнований по многоборью среди спасателей. Для участников на одном из закрытых ухтинских заводов подготовили 3 масштабных задания. Одно из них – промышленный альпинизм. По легенде, спасателям нужно при помощи снаряжения подняться на крышу здания, которое обрушилось внутри, найти и спасти пострадавшего и ценные бумаги. Этот этап самый долгий – 1,5 часа. Самым быстрым заданием стала ликвидация последствий столкновения автобуса и легковушки. Команде из 4 человек при помощи веревок нужно оттянуть пазик, который весит несколько тонн. В легковой машине заблокирован человек. Его нужно спасти, срезав крышу машины. Головой вперед. На работу уходит не больше 10 минут. Тут без расторопности никуда. От этого зависит жизнь пострадавших. Именно поэтому этот этап постоянный в конкурсах. Один из участников прошлых лет замечает, после многократного повторения процесс доведен до автоматизма. На одной из реальных аварий близ Сыктывкара этот опыт помог ему спасти жизнь человеку. Постоянным является и задание под землей, ликвидация техногенной катастрофы или бункер. Самая сложная и в то же время самая интересная часть конкурса. Спасатели проникают под завал разрушенного дома, минуя пламя в прорванном газопроводе. По легенде, там находится 1 живой и 2 трупа. И вот 4 спасателя отрабатывают свои навыки и извлекают из-под завалов данных людей. При этом крепким мужчинам нужно пробраться сквозь имитацию реального завала, прихватив с собой гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Вот происходит вот через эту покрышку. То есть имитация завала, то что узкий проход. А дальше идет лабиринт. Пройти это задание можно в среднем за 30-40 минут, при этом не нарушая ни техники безопасности, ни правил первой помощи, иначе можно и штраф схлопотать. Продолжится соревнование уже завтра, 15 сентября. Участники отправятся на 13-километровый марш-бросок по лесу, искать воображаемого потерявшегося грибника.